Музыка – самое поэтическое, самое могущественное, самое живое из всех искусств. Гектор Луи Берлиоз. Чуть-чуть более 30 лет назад в класс композиции, который я тогда вел, а я только что закончил к тому времени консерваторию в 1971 году, вот в этот класс вошла девочка в пионерском галстуке и представилась. Меня зовут Ира Блинникова. Я хочу заниматься композицией. Я попросил сыграть ее свои сочинения. Она сыграла несколько маленьких пьес. И с первой же секунды я понял, передо мной композитор. Мы занимались несколько лет в школе, потом в музыкальном училище, и затем она поступила в Ленинградскую консерваторию. Причем вот это ощущение, что она должна поступить в ту же консерваторию, которую закончил я, у меня было с первой же секунды. Я почувствовал какую-то похожесть, схожесть, что ли, с собой. Она начала учиться на композиторском отделении, а потом было несколько лет болезни, когда она не смогла продолжать учебу. И тогда появились у нее удивительно умные, иронические, смешные, грустные, трагические разные стихи. Для меня вдруг открылась еще одна сторона ее творческой натуры. Затем здоровье у нее поправилось, она закончила консерваторию, и вот так приблизительно появился композитор Блинникова. Появились маленькие и большие произведения, серьезные и не очень, инструментальные и вокальные. И вдруг оказалось, что Ирина Блинникова одинаково свободно себя чувствует и в детской музыке, и во взрослой музыке. Но все-таки, как мне кажется, в детской музыке она нашла для себя нечто очень благодатное. Возможно, где-то внутри она остается ребенком. Вот, может быть, если приглядеться к ее улыбке, послушать, как она что-то рассказывает, и мы в ней видим ребенка. И есть такое вот изречение о том, что человек становится мудрецом тогда, когда он приобретает громадный житейский опыт, но в то же время в душе остается ребенком. Вот мне кажется, эта формула, ну, все больше и больше, мне кажется, подходящей к Ирине Блинниковой. И я хочу верить, что наша сегодняшняя встреча с этим композитором не будет для телезрителей скучной. Ирина Викторовна, я хочу вам задать вопрос, на который сам очень-очень много лет пытаюсь ответить. Что вас побуждает сочинять музыку? Вопрос очень трудный и очень интересный, очень многоплановый такой. На него можно отвечать, по-моему, не в течение интервью надо отвечать, это надо отвечать книгой целой. Жизнью. Да, и жизнью своей. Но я постараюсь ответить более коротко. Во-первых, это и подсознательные импульсы, которые неконтролируемы. Это раз. Просто природа. Вот так работает через меня природа. Это раз. И второе, что побуждает, это вот когда вокруг все очень некрасиво, то хочется сделать, чтобы было красиво. Когда вот буквально выходишь на улицу, ну что говорить, улицы выглядят ужасно подчас, особенно вот сейчас весной, грязь, все такое прочее. То, что мы слышим вокруг, речь какая стала в последнее время, ужасная. То, что вот хочется очиститься. Вот я прихожу, я сажусь за инструмент, и я очищаюсь. Иногда я играю классику, я очищаюсь, мне становится хорошо, гармонично. Я гармонирую уже с этой землей, с этой вселенной. Вот. Либо я пишу музыку, и я тоже начинаю как-то внутренне гармонировать. Вот, видимо, вот это. Ну хорошо, а если вы находитесь, бывают же такие моменты, вот в гармонии с собой, не хочешь разве писать тогда какую-нибудь такую
страшную музыку. А это не важно. Даже если музыка колючая, там, допустим, гротесковая какая-то, пародийная бывает, мне это тоже очень близко, я люблю. Юмор в музыке очень люблю. У меня такие вещи есть. Неважно, все равно это намного гармоничнее, чем та среда, в которой нам приходится обитать. То есть музыка это как бы, сочинение музыки это средство уйти в какой-то иной мир, получается. Может быть. Вообще, мое мнение, что музыка гармонизует жизнь в целом. И в то же время это какое-то бегство от действительности, а эта действительность становится, вернее, это бегство становится реальностью для наших слушателей. Я бы не сказала, что это бегство. Почему? Музыка такая же часть жизни и природы, как все остальное. Да, это так. А вот, вы знаете, очень часто о композиторе есть такое мнение, что вот он пишет свою музыку, затем получает за нее сумасшедшие деньги, и после этого ездит на Мерседесе. Как вы зарабатываете деньги, Ирина Викторовна? Но я считаю, что в наше время уже нет таких наивных людей, которые считают подобным образом. А Газманов, а Николаев? А вы имеете в виду поп-музыку, Поп-музыку. шоу-бизнес? Там совсем другие законы действуют. Кстати, очень жестокие по отношению к человеку. Это только снаружи выглядит так лаково, отполировано. На самом деле там все очень драматично. И вот я беседовала, например, с режиссерами, некоторыми из Москвы. Они мне передавали мнение такое, что в шоу-бизнесе отношения очень близки к уровню пистолета. Ну, правильно, Вот. были уже эти Да. пистолеты. Вот. Поэтому там крутятся просто большие деньги. Вот. Композитор же академический, профессиональный, не связан с большими деньгами. Да в нашем Абсолютно. бизнесе вообще не крутятся деньги. Нет, слово «бизнес» абсолютно неприменимо Я в в данной кавычках, сфере. Да. И поэтому мы работаем. Мы работаем. Вот я сейчас работаю в данный момент уже 8-й год в педагогическом колледже номер 2. Вот. И здесь мне атмосфера очень нравится на самом деле. Здесь есть очень симпатичные, хорошие, достойные музыканты. И я достаточно, как сказать, хорошо себя чувствую в этой среде. Мы выступаем и по городу, и в каком-то плане даже студенческая среда является для меня творческой лабораторией. Некоторые произведения, вот такие адресованные молодежи и детям, я пробирую здесь. Меня исполняет хор, значит, мои произведения исполняют пианисты. Кстати, они их апробируют потом в общеобразовательных школах.
Диана Матвеевна, как вписывается наш композитор Ирина Блинникова в стены педколледжа номер 2? Так, непростой вопрос. Ну, во-первых, она вписалась уже 7 лет назад, когда начала у нас работать. Общение с таким удивительным человеком, композитором, теоретиком, музыковедом, оно прекрасно для студента, оно их обогащает, оно дает возможность увидеть то, что скрыто вот для нас, обычных педагогов. Вот она одна и может рассказать, как в ее душе или сознании музыкальном рождается музыка. Ведь этого не знает никто из нас, знает только она. А кроме того, неожиданно, по-моему, даже для нее самой, у нее обнаружилась склонность к педагогическому труду. И очень любит студенты. Бесконечно уважает все наши преподаватели. Я бы сказала, что она для нас эталон. Мы стремимся в чем-то быть похожими на нее. Она удивительно интеллигентный человек, тонкий, невероятно, чрезвычайно образованный. Конечно, она вписалась в наш коллектив. Я считаю, это наш большой успех, что Ирина Викторовна преподаватель музыкального отделения педагогического колледжа номер 2. Над чем, так сказать, сейчас работает академический композитор Блинникова? Ну, кстати говоря, академическим композитором я являюсь, может быть, не совсем вот в таком прямом смысле слова, потому что я люблю писать и эстрадную музыку, и музыку для детей. Вот, поэтому каких-то таких гигантских сочинений я сейчас не сочиняю, не создаю вот, в русле академической культуры. А вот, например, у меня планируется такой цикл пьесок. Я еще их не знаю даже, как назвать этот цикл. Может быть, «Северные мотивы» или что-то такое. Это о коми-людях, о коми-природе, зарисовки. Такие вот из быта и из природы, и из мифологии коми-сказок, легенд. Вот у меня, например, такая пьеса будет «Родной узор» или «Бабушка вышивает», «Народный праздник» Шон-де-Бан, «Пляска Егморта» там есть, «Йома», разнообразные такие пьески. Как вы представляете себе вашего слушателя? Маленький, большой, строгий, доброжелательный? Замыслив какое-то произведение, я, конечно, представляю себе слушателей или зрителя, хотя не очень конкретно. Мне кажется, что я пишу для любого человека, который доброжелательно подойдет к моей музыке. Вот «Бабушка вышивает», я тут прочел вниз головой. Да. Ну, вот как вы себе представляли? Это музыка вообще-то для детей. Для исполнителей детей или для слушателей? И то, и другое. Но Да. когда я это сыграла впервые в гимназии искусств, ко мне подошли взрослые и говорят, что какая хорошая пьеса, им понравилось. Антон Павлович Чехов говорил, что все жанры хороши, кроме скучных. Вы же пишете не только маленькую какую-то музыку, а вот мы заикнулись так чуть-чуть об академической, так сказать, сфере, о крупных формах, о театральных в том числе формах. Я знаю, что у вас 2 мюзикла. Да. Шло или идет, или как, во всяком случае, в репертуаре нашего оперного театра. Да, первый в Гришуне на планете Лохматиков на сюжет из сказки Елены Габовой. И второй мюзикл называется «Приключения ведьмы Мадлен» на сюжет, опять же, пьесы сказки Любови Терентьева, нашего драматурга. И, Петровна, в большой степени благодаря вам коми-композиторы, музыка коми-композиторов, театральная музыка увидела свет рампы вот в этом театре, в котором мы сейчас находимся. Это начиная с «Перепелицы» и
будем считать, что это просто бесконечно. Но вот сегодня пришел момент спросить, что вы скажете о театральном композиторе Ирине Блинниковой. Михаил Ильич, как вы красиво сказали, и такую дифирамбу нам, и такую оценку, но я вас должна в первую очередь поблагодарить за то внимание, которое вы оказываете театру, именно проявляя большой интерес развитию музыкальной драматургии наших композиторов. Ну, в первую очередь, начиная, предположим, с Якова Перепелицы, вы, Михаил Герцман, уже написали 6 или 7 произведений для театра. Ну вот и теперь ваша ученица Ирина Блинникова тоже очень активно работает с нами. 3-й год подряд мы ставим к новогодним представлениям ее произведения, то ли мюзикл, то ли это музыкальная сказка, но тем не менее с огромным удовольствием она и интересом относится к работе театра. Мы поставили 2 года тому назад Гришуня на планете Лохматиков, а в прошлом году приключения французской ведьмы Мадлен. Ну, замечательно. Это был спектакль у Любови Терентьевой. Я думаю, что вот 2 сезона у нас не сходит с репертуара. Мы часто вывозим не только по окраинам нашего города, даже вывозим в Северодвинск, в Архангельск, в Котлас, в Киров. И, в общем, Блинникова начинает работать как настоящий музыкальный драматург. Вот нам это нравится. А в этом году она взялась за работу нового мюзикла по сказкам Андерсена «Голубая роза». Где-то через полгода, я думаю, что «Голубая роза» увидит свет. Это будет мюзикл. Что мне нравится Ирине? Она ведь еще и поэтесса, поэтому очень дополняет, потому что песни или романс, или она пишет сама стихи, и вот это хорошо сочетается. И, в общем, и замечательный человек. Вы, как оперный режиссер, знаете, что музыка может быть какой угодно хорошей, но не театральной, и тогда ее невозможно ставить, тогда с ней трудно иметь дело. Вот я хотел узнать ваше мнение как режиссера одного из произведений Блинниковой, степень театральности. Угу. Ну, я так понимаю, что имеете в виду «Приключения Мадлен», да. Да? Которые я имела счастье ставить, ну, скажем так, год с чем-то назад к прошлогоднему новогоднему утреннику. Нет, действительно, надо отдать должное, что очень интересная драматургия вот, сыктывкарского драматурга Любови Терентьевой, и абсолютно вот такое полное соответствие вот этой драматургии музыка Ирочки Блинниковой. Вот. Она и достаточно, понимаете, что мне даже и понравилось, вот почему я ее хватилась, она как бы такая, Ира сама называет романтичной. Действительно, романтика в ней очень присутствует, да, вот, и в ней есть такой синтез, скажем, ну, классический, скажем, называем классическая музыка, да, и эстрадный, вот такой сегодняшний. То есть как бы она вот сумела так очень гармонично взять и соединить, Вот, совершенно очаровательные, там, скажем, такие вот куплеты Мадлен, которые выходят вообще в духе французского шансонье, вот, а-ля Франция. Да, действительно, музыка очень театральная. Об этом все вот эти даже картины симфонические, которых их было очень много, как я сейчас вспоминаю, там, где у нас падал снег, да, вот где там замораживание, на которых мы играли и светом, играли мы вот и делали вьюгу. То есть все именно такая очень зрелищная, именно способствует для того, чтобы вот театр что-то в это время происходило. Действительно хорошая музыка, действительно, ну что ж, интересный композитор, что тут скажешь, очень живой композитор, вот, не занудный. У Ирины музыка очень мелодичная и очень глубокая для исполнителей. Сейчас у нас с ней очень большой проект, я надеюсь, что он осуществится. Мы хотим вывести ее музыку в Питере, показать. О ее музыке я говорила и в Москве после нашего выступления в Доме творчества с председателем Российского союза композиторов. А что он был немножко удивлен, потому что он знает только Михаила Львовича Герцмана, а Ирину Блинникову он еще не знает.
Вот, но как-то так вот мы поговорили, и он был тоже, скажем так, обрадован. Мы с ним учились в одной школе просто, поэтому он меня знает, а не Ну, потому что. И прозвучала эта фамилия, и он сказал, мне было бы очень интересно послушать. И я надеюсь, что Санкт-Петербургом не ограничатся наши вылазки. Вообще у меня такая задумка есть. Мне очень хочется собрать произведения коми-авторов, современных, которые живут вместе с нами, и сделать хороший большой концерт. Но пока еще не набралось материала, потому что Валя Брызгала, вот скажем, у нее больше произведений сольных, они для меццо-сопрано написаны, они немножечко ниже. Мы поговорили с ней, может быть, она поднимет, говорит, я боюсь, это потеряется, образ потеряется, что-то. Вот пока на полную концертную программу не собралось материала. Но я надеюсь, что это осуществится, и это будет. Потому что мне хотелось бы и петь эту музыку, и пропагандировать. Она интересная и к восприятию слушателя, я считаю, потому что в основном все-таки наши композиторы – это композиторы мелодического плана. А это ведь немало к восприятию, особенно публики, не подготовленной в музыкальном плане. Поэтому вот так вот, такие планы. А скажите, пожалуйста, а вот чье мнение для вас важнее? Вот вам скажет профессионал, коллега, эта вещь не получилась. Или вот он скажет, эта вещь не получилась. Или вдруг дети, которые говорят, ой, как мы хотим играть, дайте. Как вы здесь вот сумеете разграничить полномочия? Трудно сказать. Мнение профессионалов, конечно, безумно важно. Безумно важно. Вот. Но, наверное, в последнее время я вообще ориентируюсь просто на свое собственное внутреннее чутье.